Таджики показали всему миру, на что способны. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, каких результатов достигли наши спортсмены в Токио. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Мы нашли, как помочь огромному количеству мигрантов, то есть нашли, как можем помочь вам найти себя и зарабатывать достойные деньги. Для того, чтобы попробовать себя в работе онлайн, при этом ничем не рискуя и не уходя с текущей работы, оставьте свои данные по Google форме ниже под видео, и мы с вами свяжемся. Таджикистанец Бахадур Усмонов вышел из 1/16 олимпийских соревнований по боксу. На первом этапе спортсмен встречался на ринге с представителем Доминиканской республики Лионелем де лос Сантосом. Таджикский боксер одолел соперника с уверенным счетом 4-1. Теперь представитель Таджикистана выйдет на ринг в 1/8 финала 31 июля. Его соперник пока не определен. Отметим, что Бахадур Усмонов – молодая звезда таджикского бокса. На его счету уже 4 победы с момента первого профессионального выступления. Путевку на Олимпиаду 2020 в Токио спортсмен завоевал на отборочных олимпийских соревнованиях в Азиатско-Тихоокеанском регионе в марте 2020 года. Как вам такие достижения? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. А вот заместитель председателя Комитета по делам молодежи и спорта Таджикистана Дильшот Назаров обратился к таджикским олимпийцам, записав видео. Салам алейкум, парчамбардорони миллат. Пагоҳ мусобиқаи шумо дар бозиҳои Олимпии Токио 2020 сар мешавад. Когда вы выступаете на ринг или ковер, не забывайте, что вы не одиноки. Как сказал глава государства, за вами стоят 9 миллионов фанатов и ваш президент Эмомали Рахмон. Мы с вами, Таджикистан, вперед, сказал на видео Дильшот Назаров. Соревнования для таджикских спортсменов начались 24 июля. Отметим, что 7 из 10 таджикских спортсменов впервые принимают участие в Олимпийских играх. Таджикистан представлен в 4 категориях – бокс, дзюдо, легкая атлетика и плавание. Стоит добавить, что олимпийский чемпион Таджикистана Дильшот Назаров был лишен участия в Олимпиаде и как спортсмен, и как представитель делегации. Он был дисквалифицирован на 2 года за употребление запрещенного вещества. Срок дисквалификации действующего олимпийского чемпиона начинается с 24 сентября 2019. Таким образом, Назаров сможет вернуться к участию в соревнованиях уже в октябре 2020. Однако тем самым пропускает Олимпиаду в Токио 2020. Сам Назаров заявил, что подобным образом его просто убрали, не дав выступить на Олимпиаде и побороться за золото в метании молота. А вы следите за нашими спортсменами. Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!